Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Забота о защитниках Отечества. Это 80% уже завершает Бешбуха. Первую партию 26 года. На каком этапе строительства военного городка в Курчалоевском районе, расскажем в этом выпуске. Чистая энергия. Размер солнечной панели 120 на 120 сантиметров. Она оснащена 9 отсеками, в каждом из которых по 4 ячейки. Команда резидентов университетской стартап-студии нефтяного университета разработала солнечный генератор для дома. О новом изобретении расскажет наш корреспондент. В Грозном состоялась церемония открытия выставки, организованной Управлением Министерства юстиции России по Чеченской Республике. Особое место в этой истории занимает Чеченская Республика. Регион с богатой культурой, сильными традициями. Какая тематика раскрыта на более 30 стендах? В Грозном обсудили, как сделать жизнь участников специальной военной операции и их семей еще комфортнее. В филиале Фонда «Защитники Отечества» прошло рабочее совещание с представителями муниципалитетов. Главная тема – поддержка ветеранов, адаптация жилья и доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам рабочей встречи намечены конкретные шаги, направленные на повышение качества жизни военнослужащих и эффективное взаимодействие между районами региона и фондом. Как мы все знаем, глава республики Рамзан Ахматович уделяет особое внимание участникам СВО, защитникам нашего Отечества. И наша обязанность ежедневно решать их нужды. Мы будем стараться выполнять поручения главы Чеченской Республики Героя Рамзана Ахматовича Кадырова. И придомовые территории участников СВО будут 100% выполнены в кратчайшие сроки. В Гилдагане продолжаются работы по возведению военного городка для подразделения полка Ахмат Россия. Они завершены на 80%. На базе создаются все необходимые условия для комфортного проживания и несения службы личного состава. Рамзан Кадыров лично посещал воинскую часть и следил за строительством. Подробно в следующем сюжете. В селе Гилдаган продолжается масштабная работа по укреплению обороноспособности страны и созданию комфортных условий для службы военнослужащих. На данный момент ведутся работы по внешнему виду базы для подразделения полка Ахмат Россия. Объект планируется вводить в эксплуатацию в начале 2026 года. 23 года октября объект на территории 60 гектаров. Объекта совершенно самый современный он. Еги условия военный чан. Военный городок включает в себя казармы, рассчитанные на 1200 человек, общежитие на 170 мест, медицинская рота, спорткомплекс, спортплощадка и мечеть. В строительстве задействованы 230 специалистов и 37 спецтехники. На данный момент строители выполнили более 80% всех запланированных работ. Полным ходом идут отделочные работы. Помимо этого, рядом с базой ведется строительство парковой зоны для ремонта спецтехники. Строительство такой базы решает сразу несколько важнейших задач. Повышает уровень боеготовности и создает новые качественные условия для военнослужащих, что напрямую влияет на эффективность выполнения учебных боевых задач. Ахмед Рамазанов, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика.
Грозненский технический университет представил очередную уникальную разработку. На этот раз это стал мобильный солнечный генератор для дома и дачи. Устройство, которое позволит отказаться от шумных и топливных источников энергии. О том, какую пользу принесет жителям новое изобретение, узнавала Медина Мударова. Тут у нас представлен интегральный генератор электрического тока мощностью 3 киловатта. Проект реализует аспирант Института энергетики Грозненского государственного нефтяного технического университета Адам Такаев и заведующий Центром «Зеленая энергетика» Ислам Исламов. Свой стартап ребята назвали «Стогар», что в переводе с чеченского означает «лампа». Компания занимается разработкой интегральных генераторов электрического тока. Он сможет обеспечить энергией дом, дачу или небольшой офис. На входе у нас работает солнечная панель, которая в дневное время вырабатываемую энергию подает на потребителя и одновременно заряжает аккумуляторные батареи. Также у нас до конца года есть новый прототип, который мы собираем. Это мощностью прототипа будет 6 киловатт. У него аккумуляторных ячеек больше емкости, то есть в 2 раза. Идея родилась из самых обычных наблюдений. Потребность в стабильном источнике энергии, который был бы доступен всегда и везде. Это первый прототип. Мощность генератора составляет 3 киловатта, а встроенные аккумуляторы обеспечивают работу даже после захода солнца. Управление осуществляет мобильное приложение, которое позволяет контролировать все процессы. Проект реализуется в рамках студенческого акселератора, который был выигран в 2023 году. Мы находимся на улице, подключена у нас солнечная панель, подключен ноутбук. На данный момент у нас заряд электроэнергии идет от солнечной панели. Также параллельно заряжаются аккумуляторные ячейки, которые у нас находятся внутри системы. В отличие от шумных бензиновых и дизельных генераторов, Стогар работает абсолютно бесшумно. Он не требует топлива, замены фильтров или масла. Размер солнечной панели 120 на 120 сантиметров. Она оснащена 9 отсеками, в каждом из которых по 4 ячейки. Если одна из них выходит из строя, то система продолжает эффективно работать. Панель также обладает водонепроницаемой пластиковой поверхностью, которая позволяет функционировать на открытом воздухе при любой погоде. Проект ориентирован как на частных пользователей, так и на малый бизнес. Основатели признают, солнечная энергетика в России пока еще кажется дорогой, но видят в этом потенциал для роста. Они стремятся развеять миф о сложности технологии. Одно из ключевых для нас направлений – это, конечно же, направление энергетики. Соответственно, в энергетике у нас есть это возобновляемая в основном энергетика, несколько проектов. И вот один из самых таких далеко продвинутых и хорошо развивающихся проектов – это проект Стогар, да, бытовой солнечный интегральный генератор. Очень интересная разработка. Мы ее тестируем. Чем она интересна? Она интересна тем, что она такая универсальная. То есть результат вот этого проекта, он доступен практически для любого числа наших стартапов, где бы это ни было. Вот мы беспилотники тестируем, мы используем там разработки Стогар. Мы идем, допустим, в промышленную робототехнику, мы также используем разработку Стогар. То есть, и сам по себе этот проект, он, собственно, очень интересен как такой потребительский продукт. Сейчас разработка приобретает особую популярность на фоне активного развития зеленой энергетики в Чеченской Республике. Прототип успешно прошел испытания. Команда работает над разработкой собственного контролера заряда, сертификацией продукта и поиском инвестора. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Состоялось торжественное открытие выставки под названием «Защита суверенитета российского государства. История и современность». В рамках мероприятия была представлена экспозиция в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова, которая рассказывает о многовековой борьбе России за независимость. С места событий Мадина Кураева. Юсуф Алуев осматривает стенды с мыслью, что ему продолжать дело этих героев. Их подвиги вдохновляют его на службу Родине и защиту национальных интересов. Масштабный проект объединил уникальные документы и архивные материалы. На торжественном открытии присутствовали представители органов власти, общественные организации и молодежь республики. С приветственным словом перед собравшимися выступил начальник управления Минюста России по Чеченской Республике Масхуд Таймасханов. Особое место в этой истории
занимает Чеченская Республика. Регион с богатой культурой, сильными традициями. В истории нашей республики служит примером мужества и верности Отечеству путь первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова. Заручившись доверием чеченского народа и поддержкой президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, сплотив команду единомышленников, Ахмад Хаджи вернул Чеченскую Республику из хаоса в правовое поле Российской Федерации. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал выставку очень важной, так как это ответ тем, кто ведет против нас информационную войну, пытаясь перечеркнуть нашу историю и подорвать наши духовные основы. Это борьба за умы населения, это борьба за общественное мнение. И в этой борьбе мы не имеем права проиграть, поскольку человек, лишенный идеологии, человек, который лишен своих корней, оторван от своих корней, этот человек будет демотивирован. Насколько бы суперсовременной техникой он не обладал, человек демотивированный, он не будет эффективен на поле боя. Он не будет понимать, за какие ценности он ведет борьбу. Лишив человека и народ идеологии, этот народ обречен на провал. Нам не удастся выстоять, если мы допустим этого. На нас лежит большая ответственность знать нашу историю, популяризировать нашу историю. Историко-правовая выставка «Защита суверенитета российского государства. История и современность» подготовлена Министерством юстиции России. Здесь редкие фотографии, архивные материалы и географические документы, отражающие попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России от смутного времени до наших дней. Всего в выставке представлено 35 тематических стендов. Они рассказывают о героическом прошлом страны и дают возможность посетителям осознать, что защита суверенитета начинается с понимания своей истории. Выставка будет работать в течение нескольких дней на территории мемориального комплекса славы имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Ознакомиться с ней сможет каждый желающий. Мадина Кураева, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Ставрополе прошли соревнования по стрельбе из снайперской винтовки и служебному биатлону. Они посвящены празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел страны. Состязания прошли на полигоне Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Участие приняли 10 команд из сотрудников подразделений органов внутренних дел, дислоцированных в Северокавказском регионе, а также подразделений СОБР, Зверобой, Управления Росгвардии по Ставропольскому краю. Соревнования прошли в 4 этапа. Участникам предстояло выполнить так называемый холодный выстрел и стрельбу в специальную мишень. В личном зачете первое и второе место заняли представители команды МВД по Чеченской Республике Махмуд Чепиев и Аюб Атаев. Бронзу завоевал сотрудник МВД России по СКФО Умар Умаев. В командном зачете с максимальной суммой выбитых очков стали участники из Чеченской Республики. Идга, открывшись, первая линия нового района имени Владимира Путина стала любимым местом для горожан. Современные зоны отдыха и благоустроенные аллеи оживились. Жители региона приходят сюда насладиться обновленным пространством. Далее в сюжете нашего корреспондента. Никто не верил в то, что район удастся возвести за столь короткий срок, всего за какие-то 2 года. И вот уже сегодня сотни горожан ежедневно посещают новый район имени Владимира Путина, чтобы увидеть его красоту воочию. Кто-то осматривает свои будущие квартиры, кто-то просто гуляет по широким улицам и фотографируется на фоне новых домов. Мы с моими друзьями сегодня пришли здесь прогуляться, заодно снять видео. Машаллах, сказать нечего, настолько все современное, красивое, элементарно мы обсуждали вот эти подземные переходы. Вообще наземных нет, чтобы не мешать ни автомобилистам, ни людям, которые проходят вот по этому пешеходному, чтобы их максимально обезопасить. Очень современно, красиво, озеленение, вот видно, что постарались, машаллах. Не знаю даже, что сказать, только благодарность за то, что у нас теперь есть такой прекрасный район, и город стал чуть ли не в 2 раза больше, точнее центр города. Так на прогулку вышли и супруги Бачаевы. Чита делится, что они с восхищением рассматривают новый облик столицы. Особенно Муслим Бачаев. Мужчина-инженер-строитель по образованию с профессиональным интересом разглядывает фасады, оценивая простор и планировку. Как будто в другой город попали. Чего ходил? Познаешься, дедушка на Хазхета даже.
очень красиво, дома красивые, вот эти скверы, вот эти качели, посидеть, походить, алхамдулилlah. Такая разруха, Все по образованию инженер-строитель. Все время строил. А вот сейчас бабц мало, винцалгал, шай, дохотин. Высочен, это хабом, мусор хабом, шабер степкиш. Махазор был. Вот это заслуживает. Облик района сочетает современный стиль с элементами традиционной чеченской архитектуры. Многие приезжают целыми семьями с детьми. Ребята с интересом бегают по чистым улочкам, пока родители любуются красотой нового района. на Путинский район, со семьей, куса хазду, фонтан, чукачели, шму, хазваха, местиги, со семьей, но куэнуар хал. Сейчас первая линия – это 30 многоквартирных домов на 5400 квартир, где каждая из них уже нашла своего хозяина. Будущие новоселы приезжают, чтобы рассмотреть свои квартиры и спланировать ремонт. В общем, возведут 150 многоквартирных домов, общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Это позволит создать 33 тысячи комфортабельных квартир. Здесь также появятся общественные пространства и другие социальные объекты со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Все эти изменения и строительство стали обыденностью для региона. Сегодня не удивляет ни масштабы полезных объектов, ни скорость их открытия с высоким качеством. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев. Вести. Чеченская Республика. Грозный все чаще становится местом притяжения туристов. Архитектура, национальный колорит и безопасность – 3 причины, почему в столицу едут все больше людей. Какие впечатления остались у очередных путешественников – в сюжете Турпалали Тайсумова. Грозный – это не только пример динамичного развития, но и гостеприимства. Туристы приезжают из самых разных уголков необъятной страны и даже мира. Для всех наш регион стал символом возрождения – от руин до неописуемой красоты. Прекрасно. Прям впечатлений очень много, нам все понравилось. Но пока мы еще не все видели, у нас еще вечер не закончен. Ну, впечатление очень хорошее, нам очень понравилось. Я уже была один раз на экскурсии, только в Грозном. А мы в этом году приехали в Аргуне, были в Шали. Данная группа прибыла из Астраханской области. В ее составе ученики 9 класса одной из местных школ. По их словам, долго выбирали место для поездки, но остановились на Чеченской Республике, поскольку много слышали о ее красоте и привлекательности. Много мечетей. Мы там недавно сейчас побывали. Конечно, очень интересно. Так интересно все рассказывал гид. И, правда, хочется еще больше поизучать эту местность. Ну, просто подумали, что здесь интересно будет. Дали варианты. Это было голосование? Да. Да. Мы хотели сами все увидеть и удивиться. Передаем привет из Грозного Скрипченко Татьяне Ивановне из села Янатаевка. В Грозном много достопримечательностей, которые буквально врезаются в память. А в горных районах не только природные красоты, но и чистейший воздух. Поток гостей в субъекте огромен. Люди разных возрастов, профессий и интересов прибывают каждый день. Они открывают для себя места удивительной красоты, знакомятся с культурой и традициями. Турпалали Тайсумов и Шамсуди Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.